Это интересное письмо я получил после моего обращения к президенту Украины, а также обращения к патриотам Украины и к чеченцам, которые проживают в Украине. Я прочитал его и решил ознакомить вас с этим письмом. Я не знаю ни имени автора и не знаю также его национальности. Почему я выношу это письмо на ваш суд? В этом письме чувствуется пожелание воина, а также его искренность. А также в нем затронута тема чеченских добровольцев. Автор попросил меня выставить это письмо на Facebook, но я подумал и решил, что я выложу его на YouTube. Многие в курсе событий, которые развернулись вокруг чеченских добровольцев в Украине, которые встали рядом со своими братьями по оружию с украинцами. Поэтому я подумал, что вам тоже будет интересно мнение человека, который является участником событий в Украине. Письмо большое, развернутое и подробное, поэтому я решил разбить его на 3 части и зачитаю его без купюр и каких-либо поправок в 3 видеовыпусках. Письмо добровольца. Люблю предательство, но ненавижу предателей. Гай Юлий Цезарь. Я приехал в Украину, чтобы сражаться за ее свободу и независимость. Таких, как я, были сотни, но почему не тысячи, спросите вы? А ответ один – Крым. Он был сдан настолько бездарно, что трудно себе даже представить, что такое возможно, чтобы десятки тысяч солдат, офицеров, сотрудников армии, полиции и спецслужб сдались врагу, который не сделал ни одного выстрела калибром больше 7,62 или 5,45. Не просто сдались, подняв руки, а перешли служить противнику, и как стая гиен наблюдали за тем, как враг выдавливает, блокирует оставшихся героев-одиночек. А ждали эти шакалы в форме и без онной зарплатных подачек от нового бесноватого фюрера, зарождающегося Четвертого Рейха. Не $1 миллион, как иракские генералы Саддама, не сотен тысяч долларов, как вожди племен в Афганистане, а несколько десятков тысяч обесценивающихся каждый день российских рублей. И это на фоне моих воспоминаний о 100-дневной битве за Грозный, когда 700 воинов, находясь в кольце 40-тысячной группировки, сражались за каждый квадратный метр земли, обильно поливая ее вражеской кровью, и когда единственное, что могли мы делать, что мы могли дать раненому воину и другу, это граната и лимонка. Какое-то, скажу я вам, совсем уж обесцененное предательство. Но несмотря на это, я и такие, как я, верили, что в стране есть здоровые силы, и что проиграна только битва, а не война, и мы не ошиблись. Украина мобилизовалась, добровольцы и остатки недобитой, по большей части, не врагами, а Ющенко и Кучмой и Януковичем армии, смогли остановить, а потом и отбросить врага, освобождая свои города и села. Несмотря на это, мир по-прежнему не верил Украине. В окопы попадали американские военные одеяла от Обамы, вероятно, сотканные из Нобелевской премии мира, и слухи о том, что как германские и французские дипломаты предлагали своим украинским коллегам воспользоваться их бесценным историческим опытом и научиться у них искусству изящной подписи акта о капитуляции и выполнения всех условий нового фюрера, но уже не с запада, а с севера. Один старый еврейский солдат из Николаева владел в совершенстве языком улицы и щедро комментировал такого рода дипломатические слухи. И помощь настолько изощренным слогом и непотребным содержанием, что казалось, что мы последние здравомыслящие люди в этом мире, которые понимают, что вся эта непобедимая военная машина Северного рейха состоит из мяса, костей и старого советского хлама, который одинаково хорошо горит и в Грозном, в обе кампании, и в степях Украины. Все, что было на войне, пусть остается военной тайной, потому как война еще не закончилась. И, как мне кажется, с таким руководством в стране ее будет закончить крайне трудно. Увы, но речь идет как о прежнем, так и о действующем главе державы.
Я солдат и поэтому старался держаться подальше от политики. Однако в Украине легче взять бесноватого фюрера в плен, чем сохранить свой мозг и душу от такой мерзости и подлости, которая в Украине почему-то называется политикой. В начале войны я верил, что Порошенко станет таки Петром Первым для Украины, прорубит окно в Европу и снимет с народа ярмо коррупции и несправедливости государства в отношении своих граждан, а заодно обрубит боярам, олигархам не только бороды. Но, увы, это не произошло. Порошенко, Коломойский и прочие сражались отважно, делая все возможное, чтобы остановить врага, который знатно замахнулся на целую новую страну, Новороссию, организованную им на территории Украины. Но потом, когда война к 2016 году окончательно застыла линия фронта и появилась возможность посмотреть не только вперед на врага, но и в тыл, я понял, что сражались все-таки все эти Порошенко, Коломойский и так далее не за Украину, не за украинский народ, а за свои миллионы, заводы и пароходы. Потому как абсолютно точно понимали, фюрер пустит их по миру в рубище, да на босу ногу в лучшем случае. А в худшем ждет их подвал ФСБ и безымянная могила. Поэтому в Украине не появились нормальные суды, прокуратура, полиция, а без них нормального государства не построить. Потому как эти институты служат тому, что называется справедливостью. Это была первая часть письма украинского воина-добровольца. И дай Всевышний нам всем справедливости и мира на нашей земле.